В Кыргызстане эпидситуация все еще остается напряженной. Это подтверждают специалисты Минздрава. Несмотря на то, что каждый день регистрируется от 50 до 100 случаев заражения коронавирусом, медики призывают людей не пренебрегать своим здоровьем и строго соблюдать санитарные нормы. Более того, правительство настоятельно рекомендует не находиться в местах массового скопления людей. Но, несмотря на это, с августа месяца кыргызстанцы, минуя запреты, проводят торжества разного рода и традиционные мероприятия с участием более 50 человек. Картина печальная и в общественном транспорте столицы, которые в часы пик едут битком. А в общественных местах люди будто позабыли о тех страшных днях июля и маски практически не носят. В муниципалитете отметили, что после ослабления карантина граждане начали все чаще проводить свадьбы и тому подобные мероприятия в кафе и ресторанах. Больше всех санитарно-эпидемиологические нормы нарушают компьютерные клубы, общественные точки общепита. И бесконечно все равно есть нарушения. По линии Госсанэпидемнадзора только составлено 1500 протоколов о нарушениях. Из них уже штрафы составили 2 миллиона 700 тысяч. Это за неполные 3,5 месяца. По линии санитарно-экологической инспекции составлено порядка 300 протоколов и штрафов тоже 1,5 миллиона сомов. При этом за неоднократное нарушение санитарных норм на сегодняшний день опечатаны ряды объектов. Если они еще раз нарушат, то уже будем отключать воду и свет. Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Кулабек Буронов сообщал, что в связи с тем, что граждане в последнее время не соблюдают санэпиднормы в общественных местах, а также в увеселительных заведениях, в стране вторая волна коронавируса может настигнуть уже в ноябре. Однако, по мнению экспертов в сфере здравоохранения, количество больных COVID-19 может увеличиться уже в скором времени, буквально через дней 10-15. Причина тому проводимая партиями агиткампания. Ситуация может осложниться и тем, что осень – это сезон ОРВИ и гриппа, и люди будут их путать с коронавирусной инфекцией. Поэтому, в реальности будут ли нам сообщать статистику реально, это большой вопрос. Потому что мне кажется, что чтобы не волновать людей, чтобы провести нормально выборы, есть какая-то негласная установка, чтобы не давать реальные цифры. Это вот и показывает то, что стали занижать статистику по смертности. При этом я думаю, что смертность она уже не будет такой высокой, потому что все-таки есть уже некоторый опыт у врачей. Люди сами все-таки уже прислушиваются к себе, к своим симптомам. Вот. И думаю, где-то в 2 раза меньше, чем в июле, все-таки смертность она у нас будет, хотя будет. Общество сейчас волнуется над тем, в случае повторного хода июльских безумных событий, когда люди буквально умирали на глазах. Не окажется ли Минздрав повторно в крайне тяжелом положении? Отметим, что глава государства поручил обеспечить дополнительными койками региональные больницы. На данный момент в 12 медобъектах ведутся ремонтные работы. Кроме этого, на случай второй волны пандемии коронавируса в Кыргызстане будет создан стратегический запас лекарственных средств для создания до 1 октября стратегического запаса лекарств, предусмотрены средства из бюджета. Более того, в настоящее время создана рабочая группа для обеспечения потребностей 15 тысяч пациентов в нескольких наименованиях препаратов. Обучено было 7290 специалистов первичной медико-санитарной помощи. Это по всем городам и областям. Кроме того, на обучение привлекались и специалисты стационарных служб, первичный, вторичный, третичный уровень. Обучено 4148 специалистов по всем районам и областям. Однако, по мнению независимых специалистов, этих работ со стороны правительства недостаточно. Айбар Султангазиев уверяет, что государство уделяет недостаточное внимание профилактическим мерам. Эксперт прогнозирует, что, возможно, большинство медперсонала при повторной волне вируса просто не выйдет на службу, и тогда в стране будет острая нехватка врачей. Пройдя в буквальном смысле весь ад, который был в июле, большая часть медработников не получила обещанные компенсации, а 73 работника медицины и вовсе, спасая жизни людей, скончались. Я смотрел бюджет, денег нету на выплаты медицинским работникам, да? И, может быть, они в какой-то статье другой спрятаны, но депутаты могли пересмотреть бюджет
и предусмотреть достаточные средства хотя бы на компенсации врачам. Но у врачей, которым не выплатили компенсации, у них сейчас не будет мотивации работать. То правительство не очень готово. Тем более сейчас наши айлюкмут, все местные органы власти, они не заняты профилактикой коронавируса, они заняты выборами. Напомним, что всего с начала пандемии по стране зарегистрировано 44 458 случаев заболевания. Из них выписаны с выздоровлением 39 960 человек, умерли 1061 человек. На данный момент 601 человек получают лечение в больницах, более 3000 получают лечение на дому. Последние дни умерших от COVID-19 не зарегистрировано. Айдон Атбекова, Гульчура Казамкулов, Нью ТВ.